Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 23 июня 2020 года. Посмотрим, какой день будет ждать нас. Отношения, работа, финансы и итог дня. Будем подсказывать из цыганской колоды. У нас выпало аж 3 старших аркана на день. День очень важный, закладывается будущее, закладываются какие-то очень важные ситуации. Судя вот по карте, которая выпала главной, выпала как карта дня, скорее всего будет у нас больше всего решаться вопросов нашей какой-то социальной реализованности, связанной с работой, с карьерой, с достижениями в плане финансовой какой-то стабильности, да, то есть вот именно больше всего будет у нас задействована эта сфера. Кроме того, вот карта старшего аркана Дьявол, как карта дня, говорит о том, что у нас будет очень много каких-то искушений, у нас будет очень много выбора такого в жизни, да, то есть в течение дня, когда мы будем вот между добром и злом метаться, да, то есть будет хотеться пойти каким-то легким путем, воспользоваться тем, что, может быть, там плохо лежит, да, или еще что-то такое, то есть не очень такие, как сказать, ну, не очень, может быть, для будущего хорошие мысли, поступки, решения, да, то есть вот будет все время соблазн пойти по легкому пути. И карта говорит о том, что, вот посмотрите, здесь с обеих сторон карты переходные лежат, да, либо мы поменяем свою жизнь и, скорее всего, не к лучшему, да, либо мы выйдем на новый уровень более счастливой жизни. Все будет зависеть от того, какие решения мы будем сегодня принимать. Кроме того, вот эта карта, она говорит о том, что мы будем замечены сегодня. Наши способности, наши возможности, наш опыт, мы сами как человек, мы станем заметными благодаря вот каким-то обстоятельствам. Также карта говорит о том, что могут быть у кого-то повышения, да, то есть, допустим, если вы предполагали, что у вас вот-вот должно быть повышение, то вот как раз вот сегодня это может произойти. Это может быть изменение в статусе, да, статус, допустим, был студент, устраиваемся на работу, или, допустим, была одна работа, стала другая, был ниже статус на работе, заняли должность выше, значит, опять поменяли статус. Ну, конечно же, статус может меняться и в том плане, что были, допустим, не женаты, да, или не замужем, вот заключили брак. То есть вот какие-то очень важные такие перемены могут быть, судьбоносные, да, когда мы перестаем быть кем-то одним и становимся кем-то другим. Может быть какая-то победа очень важная, особенно если в суде у вас какие-то дела, да, то вот может быть выигрыш в суде, может быть какие-то новые профессиональные цели поставите. Хороший день для рекламы. Вот если вы планировали прорекламировать свою деятельность, да, вот очень хороший день даст хорошие результаты. Отклик будет очень хороший. Если вы планируете взять какую-то ответственность большую на себя, тоже замечательно. Вот именно по этой карте это то, что нужно делать. Хорошая карта для преподавания, хорошая карта для каких-то новых направлений, выбора каких-то новых направлений. Хорошая карта для того, чтобы получить совет. Вот, допустим, вы не знаете, как поступить. Нужно обратиться к человеку, который вот, ну, как бы может вам этот совет дать, то есть имеет на это право, да, и вам это очень поможет. Как-то поможет определить свой путь, свое направление. Что еще важно по этой карте? Может быть, появится возможность научиться чему-то у профессионала, да, то есть это тоже для вас будет очень важно, повлияет на всю вашу жизнь, так как у нас старший аркан. Может быть, для кого-то начало своего бизнеса, но здесь должна быть подготовка обязательно. Может быть, это была подготовка документальная, да, или может быть еще как-то вы готовились к тому, чтобы бизнес начать. Вот этот день очень хороший, подходящий для этого. Так, что еще важно? Если кто-то болел, вот
никак не могли поставить диагноз. Вот сегодня как раз получится, да, понять, что же происходит. А какой-то результат очень важный можно получить. Кто-то получит диплом, допустим, будет защищать, кто-то экзамен хорошо сдаст, результат хороший получит. Так, что еще важно? Важно обращаться к экспертам. Если в чем-то сомневаетесь, не знаете, как решить вопрос, не разбираетесь в теме, обращайтесь к экспертам, чтобы не было потом каких-то сложностей. А также вот по этой карте очень часто идут родители, супруга, супруги. Может быть, какие-то важные вещи тут будут связаны. Или вот, допустим, они к вам приедут в гости, да? Или, может, как раз вот помогут, может быть, с недвижимостью, да, с деньгами, потому что у нас рядом пентаклевая карта. Но какое-то будет здесь их вмешательство. Вот если для вас вот эта родительская тема важна, имеет место быть. Так, давайте теперь посмотрим, что будет помогать. Будет помогать у нас шестерка мечей. Карта говорит о том, что очень важно настроиться на перемены, очень важно быть готовым взять на себя ответственность, очень важно не застаиваться, да, потому что уже дальше нельзя оставаться вот в том положении, в котором мы есть. То есть шестерка мечей говорит о том, что мы готовы двигаться, мы готовы, и нас сама судьба будет к этому подталкивать. Шестерка мечей у нас астрологический Меркурий в весах, а это значит, будут очень важными какие-то соглашения, да, очень важными будут какие-то договоры, может быть, подписание каких-то договоров, смена, может быть, место жительства, переезд. Это может быть подписание каких-то новых важных документов, назначение, да, может быть. А также какие-то коммерческие сделки, подписание каких-то документов по коммерческим сделкам, по приобретению какому-то крупному, потому что здесь все-таки старший аркан, да. И, в общем, карта, которая говорит о том, что все меняется, но к лучшему, да, к стабильному состоянию, когда вы действительно владеете ситуацией, когда у вас есть возможность и заработать, и развиться, и все в этом же духе. Что будет мешать? У нас здесь выпадает десятка пентаклей. Карта очень хорошая, если она как бы в прямом, вернее, в положительном запросе, да, но так как мы спрашиваем здесь, что будет мешать, и здесь эта карта говорит о том, что мешает, что мы успокаиваемся на достигнутом, получили результат денежный, материальный, в отношениях и успокоились, а нам нужно двигаться дальше. Вот эта арочка, которая говорит о том, что нам нужно сделать шаг, переход для того, чтобы оказаться в лучшей жизни. И даже дело не в том, что лучше или хуже жизнь, а в том, что пришло время, и если мы сами добровольно этот переход не сделаем, то нас будут обстоятельства заставлять, да, жизнь будет просто вот как бы бить и толкать к тому, что должно произойти. То есть человек обязан расти. Если мы останавливаемся, то в любом случае наша жизнь начинает толкать, а это неприятно. То есть приятно развиваться самому, но неприятно, когда в это вмешивается там кто-то, люди, обстоятельства и так далее. А теперь посмотрим отношения. Здесь выпадает карта влюбленные, а это значит, что в отношениях у вас действительно все замечательно, да, по прямому значению карты. У нас действительно в отношениях может быть полная идиллия. Мы чувствуем, что наш близкий человек, наша половинка, может быть, придется принимать какие-то важные решения вот в сторону своего партнера. Посмотрим карту для тех, кто в поиске партнера. Восьмерка трефовая. Карта говорит о том, что вы, скорее всего, хотите слишком многого. Вы хотите, чтобы был богатый или богатая, да, чтобы не было никаких проблем. В общем, знаете, такой идеал, причем по максимуму, да, вот нужно, скорее всего, здесь вот уходить от такого идеализма, нужно слушать больше как бы сердце свое, и, в принципе, те люди, которые к нам приходят, они как раз притягиваются как подобные нам, да, то есть если к нам притягиваются люди не такие, о которых мы мечтаем, значит, как раз такие нам и нужны, да, то есть вот поэтому обращайте внимание, кто в этот день будет к вам, ну, как бы притягиваться, да, вот лучше не строить каких-то воздушных замков, потому что вы таким образом пропускаете тех людей, которые вам нужны, которые вам предназначены, да, ради каких-то идеальных, которых, может быть, никогда не будет. А теперь те, кто в паре, дама,
трифовая. Карта говорит о том, что у вас, вот несмотря на то, что вот есть такая идиллия, вы чувствуете, что этот человек вам нужен, и у вас есть ответственность, возможно, по отношению к нему, все-таки либо нерешительность какую-то допускаете, либо боитесь брать на себя ответственность, либо допускаете вмешательство чье-то в ваши отношения. А это, конечно же, ведет к разногласиям. Также может быть ревность в этот день. Знаете, вот такое нестабильное какое-то может быть отношение друг к другу. То люблю, то ненавижу, да, то кажется, что ссориться вообще нет никакой причины, то просто на пустом месте можно поссориться. То есть вот такое не очень стабильное состояние. А теперь для тех, кто в ссоре. 8 бубновая. Ну, эта карта двоякая. Либо закрываются вообще ваши отношения. Давайте еще одну карту достанем. Знаете, не допускайте вмешательства других людей, не рассказывайте никому о своем партнере ни хорошего, ни плохого. В общем, не посвящайте в свои планы, если хотите, чтобы отношения сохранились. А если хотите, наоборот, чтобы они закончились, вот тогда вот пусть другие вмешиваются, тогда это все само собой произойдет. Вот в лучшем случае ваши проблемы разрешатся, и вы действительно можете помириться, но смотрите, здесь все-таки карта таких глубоких перемен. То есть так как вы раньше общались, вы уже не будете общаться. Нужно уже что-то будет менять в ваших отношениях, договоренности, взгляде друг на друга и так далее. Или, может быть, даже в своем поведении. Здесь надо менять, если вы хотите, чтобы отношения продолжались. Работа. Выпадает карта Луна. Но по Луне, конечно, работа довольно-таки тяжело идет, потому что эта карта эмоциональная, да, и вот нас тянет больше отдыхать, чем работать. И, может быть, какие-то интриги у нас за спиной, может быть, есть какие-то ситуации, которые, ну, никак не решаются, ситуации, когда есть какое-то непонимание того, что будет дальше, да, вот здесь дорога в будущее идет, и как бы два дерева, как такой портал, через который нужно пройти, только после этого станет ясно, что будет дальше, да, вот как бы такая неясность происходит сейчас у вас в работе, и карта говорит о том, что вот эта тайна, она должна сохраниться, то есть это для вас как-то важно, чтобы была какая-то неопределенность, возможно, вот для вас это полезно как-то. Для тех, кто в поиске работы, карта говорит о том, что в этот день не получается с работой, либо приходит работа, которая, ну, довольно-таки сложна для вас, где вот придется реально впахивать, уставать очень сильно. Может быть, сложные отношения с коллективом будут. Теперь для тех, у кого уже есть работа, 8 пиковая, говорит о том, что сложности как раз вот эти вот неопределенность во взаимоотношениях. Взаимоотношения с коллективом в основном, да, тут не начальник подчиненный, а вот именно коллектив, люди, которые вас окружают. Вот здесь сложно. И плюс клиенты, да, то есть клиенты тоже пообещали, допустим, исчезли куда-то. Или, допустим, сказали, что какую-то услугу приобретут, а деньги не оплачивают. В общем, какие-то сложности такие могут быть, из-за чего вы можете быть вот на нервах, на взводе. А теперь для тех, у кого свое дело, валет бубновый. Но здесь у вас может быть какой-то результат очень хороший. Вот если, допустим, сделки какие-то готовили, то можете как раз заключить сделку, закончить. Если же это обычный день, да, то есть нет ничего такого важного и крупного, то здесь тогда могут быть какие-то сложности, неожиданности. Может резко поменяться ситуация вот так, как вы совершенно даже не рассчитывали. Может какой-то человек появиться, допустим, покупатель, или в коллективе что-то может произойти, какой-то, может быть, критик какой-то, да, или какой-то человек, который очень резко себя поведет и как-то заведет вас, да, то есть, ну, скажем так, помотает нервы. Также карта говорит о том, что вы можете кого-то или вот под действием эмоций уволить, да, или можете отказаться от клиента, там, нагрубить. В общем, тут нужно быть осторожней. Вот если сделка у вас, то это хорошая карта, вы заканчиваете сделку. Но если
это обычный день. Вот будьте осторожны со своими эмоциями. Лучше, конечно, как бы настороже быть. Если чувствуете, что есть какое-то вот такое взрывное состояние, да, эмоциональное, лучше как-то подальше от клиентов или подальше, в общем, лучше переждать этот момент, чем сделать такое, что потом не исправить. Теперь денежки. Выпадает у нас рыцарь Пентаклей. Карта очень хорошая для денег. Это стабильный доход, это ожидаемый заработок, это деньги только те, которые мы заработали. Для тех, кто на зарплате, да, вы можете получать зарплату, вы можете, или, допустим, вам придет извещение о том, сколько вам должны выплатить в определенный срок. В общем, по деньгам нет каких-то особых изменений. Единственное, может быть какая-то премия только кроме зарплаты, да, вот для тех, у кого действительно какие-то достижения были, вы можете здесь получить что-то дополнительно к зарплате, что вас очень порадует. Те, кто зарабатывает своим делом, девятка бубновая, карта говорит о том, вот очень похоже все-таки на заключение какой-то сделки большой, крупной. Вот можете действительно очень хорошо заработать, да, то есть вы как бы закроете сделку и вот больше к этому не возвращаетесь, то есть получите крупную сумму денег и вот это дело закрыто уже, тема закрыта. Также по этой карте очень часто какие-то большие выплаты бывают. Тоже может быть это ожидаемая выплата, допустим, налоги какие-то или зарплаты сразу большому количеству сотрудников, либо закупки какие-то, да, либо это неожидаемые какие-то расходы. Но в любом случае здесь вот в деньгах какие-то неожиданности происходят, либо просто напряжение какое-то. Теперь чем закончится день? Пятерка чаш. Карта говорит о том, что все, что будет сегодня происходить, будет трудно переварить. Будет очень много разных эмоций, и хороших, и плохих, и нам будет, как обычно, в таком случае бывает, когда у нас слишком много событий, мы концентрируемся на плохих эмоциях и забываем про то хорошее, что с нами происходило за день. И вот как совет этой карты, нужно переключиться как раз на хорошее. Но даже если вам нужно сделать какие-то выводы по поводу того, что неприятное произошло, то это нужно как-то быстренько закончить, да, то есть, осознали и перевернулись в сторону приятного, да, в сторону того, что было хорошо в этот день. То есть вот будет хотеться, знаете, прям поплакаться, будет хотеться пожалеть себя и пожаловаться на жизнь, на всех вокруг, да, но вот этого не стоит делать, иначе вы тогда как бы залипнете в этом состоянии, да, и получается, что вы прихватите тогда это состояние на следующий день. То есть нужно обязательно будет переключиться на то хорошее, что у вас сегодня было. Ну и совет, какой дают карты. Карта говорит о том, что нужно избавиться от всего лишнего. Нужно избавиться, кстати, от отрицательных эмоций в конце дня. Нужно избавиться, может быть, от какого-то хлама, старых вещей, которые вы не используете. То есть вот карта говорит о том, что вам нужно срочно от чего-то избавиться, освободить место для того, чтобы пришло новое. У вас вот здесь как раз такие перемены происходят, да, и вот на энергетическом уровне вам нужно обязательно от чего-то избавиться, то, что уже отслужило, то, что уже не нужно, чтобы пришло новое. Но что, от чего избавиться, это вы сами уже знаете, да, каждый по-своему уже будет это делать. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.